Рахмон подписал указ о весеннем призыве в Таджикистане. Россия одобрила проект с Таджикистаном о признании ученых степеней. В Греции объявлен национальный траур после столкновения поездов. Лукашенко заявил о своей полной поддержке китайского мирного плана по Украине. В Украине допустили стратегическое отступление из Бахмута. Сегодня, 1 марта, президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал указ об увольнении в запас военнослужащих, отслуживших установленные сроки службы, и очередном призыве граждан на военную службу. В соответствии с указом, весенний призыв стартует в апреле и продлится до конца мая. Призвать в апреле-мае 2023 года граждан мужского пола, достигших ко дню призыва 18-летнего возраста, а также граждан старших возрастов, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва на военную службу для прохождения службы в ряды вооруженных сил Республики Таджикистан, говорится в указе. Новобранцы будут призываться в пограничные войска ГКНБ, Нацгвардию, внутренние войска МВД, войска гражданской обороны КЧС, конвойную бригаду ГУИН, Министерство юстиции, аграрный батальон агентства по обеспечению специмуществом. Правительство России одобрило проект соглашения с Таджикистаном о взаимном признании ученых степеней и званий. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Проект согласован с МИД и иными профильными органами власти России, а также предварительно проработан с таджикской стороной. В настоящее время правительство поручило Миноборнауки России подписать соглашение от имени Кабмина. Согласно содержанию документа, присужденная в России степень кандидата наук и ученая степень кандидата наук, полученная в Таджикистане, признается равнозначными. Это касается и степеней доктора наук, доцента, профессора. Среди принципов, обеспечивающих справедливое признание степеней и званий, отмечаются открытые процедуры защиты диссертаций, объективность и полнота экспертизы научных работ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил в стране траур с 1 по 3 марта после аварии с поездами, передает Прототема. Число погибших при столкновении грузового и пассажирского поездов недалеко от города Темпи выросло до 36, об этом сообщил официальный представитель пожарной службы Греции Василис Вартакаянис. Среди погибших все 9 сотрудников Организации железных дорог Греции, пострадали 130 человек, 66 из них доставили в больницы Ларисы, Катерины, Салоников. 6 человек находятся в реанимации. Всего в поезде находилось 346 пассажиров. Столкновение произошло около полуночи на станции Евангелизма. 3 вагона пассажирского поезда сошли с рельсов, после чего начался пожар. Пассажирский поезд следовал по маршруту Афины-Салоники, а коммерческий в противоположную сторону, но они оказались на одном пути. Это могло произойти из-за поломок автоматической системы предупреждения, предположил президент ОСЭ страны Костас Генидуанис. По словам губернатора Фессалии Костаса Агаростаса, 1 и 2 вагоны пассажирского поезда были полностью разрушены. Белорусский правитель Александр Лукашенко заявил о своей полной поддержке китайского позиционного документа по войне в Украине. Беларусь полностью поддерживает инициативу по международной безопасности, которую вы выдвинули, заявил он во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине в среду 1 марта. Трехдневный государственный визит Лукашенко в Китай проходит в непростое время, требующих новых неординарных подходов и разумных политических решений, цитирует белорусского правителя агентства АФП. Они должны быть направлены прежде всего на предотвращение сползания в глобальную конфронтацию, в которой не будет победителей, добавил Лукашенко. А ранее Лукашенко встретился в Пекине с премьером Госсовета КНР Ли Кэцаном. Ожидается, что 2 марта в ходе визита будут обсуждаться вопросы агрессивной войны в России против Украины и более тесного военного сотрудничества, передает агентство ДПА. Советник президента Украины по экономическим вопросам Александр Роднянский заявил, что вооруженные силы Украины могут в случае необходимости стратегически отступить из Бахмута. По его словам, решение об отходе из города остается за военными.
Россия сейчас пытается окружить Бахмут, и для этого они используют своих лучших наемников из ЧВК «Вагнер». Очевидно, лучше всего обученных и наиболее опытных. Наши военные, очевидно, собираются взвесить все варианты. Пока они удерживают город, но если понадобится, они стратегически отступят, потому что мы не собираемся жертвовать всеми нашими людьми просто так, сказал Александр Роднянский в интервью CNN. Александр Роднянский добавил, что ВСУ укрепили район к западу от Бахмута. По его мнению, отступление украинских военных не означало бы быстрое продвижение российских войск, а контрнаступление Украины не за горами. Бои за Бахмут продолжаются с лета 2022 года. В феврале президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет сражаться за Бахмут любой ценой.